Марина себе хотел купить. Я говорю, сколько стоит? Он говорит, 600. Я говорю, а может дешевле отдать? Он говорит, нет, что вы, мы там мало накидываем, это чистая кожа, начал рекламировать. Я говорю, ну что ты все-таки сбавь как-нибудь, это же все-таки вряд ли вы так мало накидываете, типа, ну, начали его подзуживать, и он говорит, нет, и тут Маринка что-то сказала там по-киргизски, он говорит, говорит, ты что, казашка, говорит, а мы так засмеялись и ушли, нет, мы не казашки, и ушли сразу, хотя он нам сбавил 50 рублей всего, конечно, взяли по 550, хороший кошелек стоит того, красивый такой, красный. Ну вот наши рисунки вот эти вот. А как вот с бурятским языком, как тебе кажется? С бурятским языком, ну я слышу, что здесь как бы возрождается, да, уже начинают в школах как бы преподают бурятский язык, да? Преподают, но не везде. Да, я вот когда захожу, например, на бурятские сайты специально там смотрю новости Бурятии, там вот это вот, если смотрю, вот, даже рекламу я видела, там говорите на бурятском, там какие-то известные, по-моему, артисты рекламировали, да, и две девушки, два парня заходят, там в кафе есть такая реклама, они сидят, девушки разговаривают на бурятском, они да, решили это Салбон познакомиться, да, вот эту вот рекламу смотрела. Ну, я думаю, ну это хорошее начало, да, возрождать бурятский язык, потому что наши буряты, они как бы вообще уже русифицировались, да, можно сказать. Например, я никогда не разговаривала. В детстве, может, я разговаривала, когда мне было 3 года, говорят. Бурятский. А потом, да, а потом меня, естественно, дали в наш садик, там только на русском, и потом школа у нас на русском, и все. Сейчас Нет, то, что говорят-то, я все понимаю, а ответить я уже как бы все. И у меня как бы с кыргызским это вот связано, и у меня уже язык в ту сторону поворачивается. Притом по-киргизски ты говоришь свободно. Да, я свободно разговариваю. Почему? Потому что там среда? Ну да, это знаешь, от среды еще зависит, когда попадаешь в такую среду, например, там никто не знает русского, разговаривает только на этом языке. Поневоле тебе приходится учиться и разговаривать, ну уже 20 лет это тоже срок, правильно, для этого. Что никто не говорит по-русски? По-русски нет, по-русски разговаривать, это в деревне вот поначалу, когда я приехала, вот. Поэтому такие проблемы были с самого начала, меня никто не понимал, потому что я разговаривала только на русском. Ну, в общем, с этим тоже. Свекровь меня не понимала, например, если мы с ней там немножко начинали ссориться, она на кыргызском мне что-то говорила, там кричит, и я ей на русском отвечаю, и, в общем, мы друг друга не понимали, взаимно. А у меня сноха старшая, она медик по образованию, ну, медсестра. И она мне в основном была мне переводчиком. Она по-русски знала, и я вот спрашивала, вот это что, это слово какое, и как оно переводится. И она мне начинала объяснять, знаешь, так красочно. Вот сразу, как она начинает объяснять, и сразу представляешь, да, например. И у меня чисто уже, знаешь, как бы дальше интуитивно пошло, да, вот этот язык. А сложная грамматика, допустим? Ну там, да, конечно, там склонения, вот это вот. Когда идут, это, конечно, это сначала путаешься, а потом уже как-то слушаешь, когда по разговору уже привыкаешь и начинаешь более правильно выражаться. А произношение сложное? Скажи что-нибудь. Нет. Хандасинар, например, как дела? Как вы там? Саламатсынар, это здравствуйте. Хандай отраснар, как вы сидите, дословно, если это переводить, а на самом деле, ну, как у вас там житье-бытие, как вы там. А теперь никакого акцента, естественно, нет, да? У меня, да, меня, ну, сейчас, естественно, уже не отличает, думают, что я кыргызка, а хотя меня выдает вот эта вот Лариса Владимировна. Когда мы студентов ко мне отправляют, говорит, идите к Ларисе Владимировне, она все у нас знает. Они приходят и говорят, а где тут Лариса Владимировна? Я говорю, это я. Я говорю, что, не похожа? Нет, а мы думали, что такая русская женщина, такая полная и почему-то высокая, все представляют, когда говорит. А тут приходит такая маленькая, почему-то кыргызка типа. А про бурят они что-нибудь знают? Нет, кто-то знает, а кто-то нет. А сейчас
Молодежь, естественно, она не знает вообще абсолютно. Абсолютно? Ну, когда говоришь Байкал, они уже ориентируются, что Байкал, да, знаем, естественно. Ну, я говорю, вот эта нация там живет, это мы буряты коренные оттуда. Вот. Насчет этого. А старые это уже постарше поколение не знают, потому что раньше же Советский Союз был, они всех были, кто-то в армии служил здесь, вот, кто на Дальнем Востоке, кто там еще в каких-то вот регионах. Естественно, они уже знают. Ну и сейчас они уже как бы стали узнавать, потому что они в основном в города большие едут, там же тоже бурятов много. Естественно, их там путают, говорят, вы там бурят, или как, или они говорят, вы кыргыз, там вот так же. Путают. Все равно мы все как бы одной крови, правильно? И ну, иногда даже не отличишь, кто кыргыз, а кто бурят. Например, я вот сейчас ходила по рынку, иногда думаешь, интересно, это бурят или нет? Вот так вот. А потом интересно, это кыргыз или нет? Вот так. Сомнений бывает.